Тема любви сегодня очень актуальна в нашем мире. Мне кажется, даже зачастую, к сожалению, возможно, любви не хватает в семьях, любви с детьми, любви между друзьями, коллегами. Поэтому, безусловно, тема очень актуальна. Любви между странами, кстати, в том числе. И здесь, в штабе, большое количество людей, которые ежегодно обретают, находят любовь, что немаловажно, поскольку очень важно именно, чтобы наш супруга были, наверное, схожие, имели схожие установки, характеристики, схожий менталитет, такой, как у нас. То есть чаще всего это основывается на каких-то наших татарских традициях, на религиозности, на совместном татарском быту и прочее. И, к сожалению, именно очень важно сохранять наши традиции, исключая браки с представителем нашей национальности, потому что сегодня, к сожалению, татары ассимилируются, сегодня татары русифицируются, сегодня, к сожалению, у нас большая проблема, что мы не знаем своего языка, мы не знаем своей религии, мы живем в русском поле, поэтому так или иначе мы впитываем все от русского поля, и нам необходимо сохранять именно нашу сущность, наш быт, наши традиции, то, какими мы были, то, какими передали нас, те ценности, которые передали наши бабушки и дедушки. Поэтому я призываю всех по возможности, конечно, это личное дело каждого, я понимаю, но по возможности пытаться найти своего спутника жизни из нашего круга, чтобы было в дальнейшем легче, потому что немало таких историй, когда, допустим, девушка выходит замуж за русского условно, и так получается, что у них на старости лет никаких нет уже общих интересов, потому что там ему хочется такие-то мероприятия, такие-то церкви, такие-то мероприятия, ей хочется другие же религиозные мероприятия, соответственно, здесь назревает конфликт. Поэтому лучше таких конфликтов обходить. Соответственно, наверное, лучше выбирать человека из своего числа, из своего круга, к чему я вас призываю. Пытаться как-то урегулировать конфликты в семье, потому что сегодня большое количество разводов, к сожалению, и для Москвы эта тема очень актуальна. Пытаться как-то разговаривать между собой, пытаться, наверное, не сразу как-то бежать в ЗАГС, а, возможно, понять друг друга, возможно, познакомиться поближе, чтобы был какой-то... Ну, конечно, я понимаю, что это сложно, но все равно, так или иначе, какое-то было представление, и в дальнейшем, наверное, относиться более снисходительно по отношению к своему супруге, быть терпеливым, что в браке весьма немаловажно, не быть вспыльчивым, пытаться понять то, что говорит вам или ваш супруг, или супруга, то, что говорит или делает, пытаться проникнуть в его систему ценностей, чтобы понять, почему он так поступил, какой был его мотив деятельности. Поэтому очень важно слушать друг друга, очень важно научиться именно разговаривать друг с другом, что об этом сегодня очень много говорится, но, к сожалению, наверное, этого очень мало на практике, потому что мы не умеем слушать, мы перебиваем, мы пытаемся ставить свои 5 копеек, мы пытаемся, чтобы донести нашу мысль, чтобы ее поняли, но, в свою очередь, мы не желаем понимать мысли нашего собеседника, нашего супруга, и отсюда приходят конфликты, потому что вот такой, как снежный ком, накапливаются противоречия, в итоге он взрывается и получается развод. Допустим развод, в принципе, но это одно из того, что Всевышний не любит. Поэтому призываю вас, как уже сказал, брать супруг и девушек из числа своего круга. Призываю вас создавать татарские семьи в рамках нашей традиции, культуры, обычаев. Призываю вас, чтобы ваши дети учили татарский язык, чтобы, соответственно, знали наши традиции, чтобы как-то выбирались в деревню, чтобы впитывали с детства наши традиции, обычаи. Ну и, соответственно, как я уже сказал, чтобы пытаться решать конфликты в семье, слушать друг друга, уметь разговаривать. И желаю вам всего самого лучшего. Уверен, что у вас все получится. Спасибо. Мои родители – это мой образ, на который я равняюсь и какой хотела бы видеть тоже свою жизнь. Потому что у меня родители, они как шерочка с машерочкой. Всегда, они любят друг друга уже много лет. Всегда все вместе делают. Мы всегда папу ждали ужинать. Поэтому я считаю, что это очень важно, что мужчина должен быть главой семьи, чтобы жена могла хорошо приготовить, вкусно накормить, и создавала, главное, уют семейный. Да, они могли вместе куда-то выйти, прогуляться, в общем, проводить как можно больше досуга вместе. На сегодняшний день я считаю, что, конечно, ценности уходят, те, которые были раньше, но мы, как поколение, которое захватило это, многие хотят сохранить эту ценность, и я очень много встречаю, что люди хотят даже сохранить язык, привить это, хотя они сами, может быть, не на 100% владеют этим. Это очень здорово, и благодаря, наверное, штабу татар мы здесь все встречаемся, разговариваем, вспоминаем. То есть здесь наши истоки, наверное, так скажем. Я думаю, что у каждого человека есть своя вторая половинка.
Ну, возможно, это очень романтичный взгляд на мир, но у меня вот пример для меня — это мои родители, которые полюбили друг друга в юности и до сих пор вместе. Поэтому, когда есть такой пример, естественно, хочется тоже найти свою вторую половинку. Надеюсь, что она есть, где-то бродит. И мне кажется, то, что ты этого человека сразу же можешь распознать и увидеть. Наверное, у вас будут какие-то взгляды на мир схожие. Желательно, конечно, найти человека, который будет одной религии с вами, одной национальности, чтобы не было конфликтов в дальнейшем при построении семьи. То есть у вас будет одинаковый менталитет, семья друг друга может вас принять, да, радушно, нежели будут конфликты на разной религиозной почве. Но при этом, если вы, конечно, полюбили человека из другой религии, из другой национальности, я думаю, то, что любви как бы не прикажешь, будет, что будет. Для меня семья — это такой союз, где мужчина и женщина создают союз и двигаются вместе целенаправленно с одними ценностями, с одним целью и создают крепкий союз семейный, где всегда уютно, тепло, комфортно, поддержка и существует любовь. Вообще родители мне дают право выбора в этом плане, то есть никогда не ограничивали, то есть там татарин конкретно, но у меня лично свое, как бы внутреннее, душевное, вот как у меня идет, для меня важно, чтобы он был татарином, потому что все равно религия, она идет с тобой всегда и везде, то есть как и в семье, так и, там, не знаю, разные праздники, вот это все очень важно.